Kolunla körüldü. Bu köksüm ha kolumla. Kettik. Başlayayım mı? Başla Nazir. Мой Карачай, парят орлы ширококрылые над древней горной страной, где ветер бродит над обрывами и пахнет далью неземной, где звон ручьев, как голос тоненький, а голос рек, как медный звон. Я в том краю, в чабанском домике, у перевала был рожден. Не только белой груди матери я вскормлен был, а мед хвои и снег на скалах летом матовой дарили силы мне свои. И я песни пел, джигитом громкие, ел с чабанами кислый сыр до той поры, покуда родиной не призван был, как горский сын. Мой Карачай, края далекие, меня водила жизнь с собой. Я не забыл в разлуке клёкотов орлов над снежною горой. Я не забыл в дорогах пройденных, как на лугах блестит роса. Мой край, моя как песня родина, где горы словно паруса. Браво, браво. Так, что-нибудь не хотите рассказать? Какие-нибудь воспоминания? Женскую красоту скажем. О, как раз. Лиза, слушаем женскую красоту? По небу, Конечно. солнцем обласканной синей вечно тянется гора гряда. Поклоняюсь тебе, как святыне, женская красота. Под песками империи бывшие, камня, бронзе, живешь ты чиста, перевалы веков победившая женская красота. Жить течет, далеко мне до устья, не черствеет души чистота, тобою ранен, тобой лечусь я, женская красота. Честь и мужество, грусть и тайна породнились в тебе неспроста, лишь окликни, из праха я встану, женская красота. Уберечь вы от горького дыма воздух века, так будь же всегда сияет в лике планеты любимой женская красота. Браво. Браво. Спасибо, Назир. Назир, дорогой, столько удовольствия вы нам сегодня дали. Всем нас здесь целая группа. Как здорово. Спасибо вам. Вы корифей поэзии, я считаю, кавказской. Вы не уступаете никому. Вы лучший. Мы гордимся вами. Много ваших песен переложены на ноты, поются. Даже эту песню. Знаете, какую песню? Кара кашланы, кара чашланы, арюм кайдан алганса. Потом что было? Жаякланы. Ну вот мы такие ведь. Да. Айтсаня кайдан алганса. Какие красивые у вас лирические песни. Спасибо вам. Айтырса, но многие ваши песни стали народными. Спасибо вам за эту нежность души. На могиле матери. Чье стихотворение? Василий Казин, друг Сергея Есенина. Ну ясно, на могиле матери. Сквозь гул Москвы, кипение городское, к тебе, чей век нуждой был так тяжел, я в заповедник вечного покоя на Пятницкое кладбище пришел. Стоит неброско, надписи коротко, как бы в твоем характере простом взяла могила эту скромность, кротость
Задумавшись, притихну под крестом, кладу я розу пышного наряда, и словно слышу, мама, голос твой: зачем, сыночек, тратишься? Я рада, была б и ромашки полевой, но я молчу, когда бы мог, родная, и сердце положил бы сверху роз твоих забот, все слезы вспоминая, сам удержаться не могу от слез. Гнетет и горе, и недоумение, гвоздем засело существо твое, стою твое, живое продолжение, начало, потерявшее свое. Ой, браво, браво, браво. Назир, скажите, пожалуйста, когда вы написали свое первое стихотворение? Я написал первое стихотворение в 50-м году. 4 строчки, я могу сказать. Скажите, пожалуйста. Пришла зима, заснули речки, слабее стало солнце греть. Котенок спит на теплой печке, усатый словно старый дед. Усатый, словно старый дед, надо ж. Сколько вам лет было тогда? А первое печатное в Мне сколько лет было вам, когда вы это стихотворение про старого деда усатого кота? Сколько лет вам было тогда? Сколько лет было, когда вы первое стихотворение написали? 4 класс. В 4 классе? Да. Здорово. 4 класс, 50-й год. А где вы жили в Киргизии? Время высылки. Расскажите, где вы жили во время высылки? В годы депортации, Да, депортации. Мы жили в поселке Первомайском Сухолукского района Киргизии. Расскажите вот про эту жизнь, пожалуйста. Там меня учила и весь карачаевских детей, 1 класс, Мария Павловна Куликова. Она приходила на первый каждый урок с корзинкой, Еды. где лежали по 100 граммов черного хлеба для каждого ребенка, и в другой руке книги. Она раздавала эти кусочки, потом начинался урок. Горе так какое. Продолжалось 3 года. Она спасла 30 детей карачаевских от голодной смерти. Вечная память ей, слава ей. Потом, когда умерла моя мама, она приехала из Киргизии и усыновила меня. Об этом писала газета «Правда». Об этом говорили все республиканские газеты Киргизии, показывали по телевидению. Она у нас бывала, жила здесь. И я ее возил и по этому ущелью, и на Донбай, и в Пятигорск. Она говорила, что самый лучший народ на свете — карачаевцы. Мария Павловна Куликова. В книге «Новая песня в старых горах» 8 писем его опубликовано. 12 писем Николая Тихонова. Мать Зои Космедемянской тоже письмо обо мне там. Когда она умерла в Боткинской больнице, нашли на столе неотправленное мне письмо о моей книге «Лавина». Мать Зои Космедемянской, Любовь Тимофеевна. Ты смотри. Редкий человек, она учительница, умнейшая женщина. Было 2 детей, оба стали героями Советского Союза. И Саша, и Зоя. Вот эта женщина учила меня. Она пешком вела меня в город Фрунзе, чтобы познакомить с поэтами Кайсеном Кулеевым, который работал там консультантом, и председателем русской секции Союза писателей Киргизии. В ихнем доме я жил как у себя дома. Его кабинет
рабочий кабинет дома Сергея Андреевича был как филиал музея Смоленщины. Он был из Смоленска, близкий друг и Соколского, и Александра Твардовского, военный корреспондент, военный писатель. Он приехал за эвакуированной семьей. Киргизы попросили, чтобы он остался. Он остался в Киргизии и был председателем русской секции Союза писателей, мой первый учитель. Поэтический. У него есть такие стихи, которые без слез нельзя читать. Тает снег у солдатской могилы, чуть колышет весна зажелтевшие вербные почки, а в далеком селе каждый вечер кривой тропой ходит старая мать на крыльца Пересветовской почты, раздобудет газету, поправят хромые очки, и под медленный шум законного вешнего сада, как молитву читает те места от строки до строки, где героям войны обозначена честь и награда. Сколько славных людей, сколько славных имен перед ней, только правда о нем, строгая правда, родная не знает, и целует неизвестных чужих сыновей и на память себе фотографии их вырезает. Пусть не гаснет огонь материнской надежды святой, ради нашей любви мы и вовсе не скажем про это. Тает снег у солдатской могилы крутой, вьется ветер степной, а венки прошлогоднего лета. Сергей Андреевич. Какая у вас феноменальная память. Я свои стихи... У них как музей-кабинет. Там кто? Композитор Михаил Глинка, Аннацура Николай, это Пржевальский, знаменитые смоленские люди. Потом Юрий Гагарин, потом Тухачевский маршал, потом Александр Твардовский и Михаил Светлов. Вот. Михаил, а потом Светлов. Возле них и мой портрет висел в этом кабинете. Я очень люблю стихотворение, поэмы Светлова. Наизусть знаешь что-нибудь? Он мне посвятил маленькое стихотворение. Простите, вам посвятил? Вам посвятил? Фиксин, Сергей Андреевич Фиксин. Вам посвятил. Прочтите, пожалуйста. Вот, это большой поэт Смоленщины, близкий друг Михаила Исаковского, Александра Твардовского, военный корреспондент газет Кавказского фронта и Закавказского, военный писатель, приехал в Киргизию, его очень полюбили. Его больше знали, чем секретарей ЦК Киргизии. Вот такой был человек. Вот. Он был как родной отец мне. Вот. Он посвятил мне маленькое стихотворение. Слушаем. До этого не был ни разу в твоем благодатном краю. Впервые веряю Кавказу и сердце, и песни свою. И где б мне пришлось приземляться, навечно запомнится мне открытые души кавказцев и горы в осеннем огне. Браво, браво, браво. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Nazir, İsmail'in üstünden, Semeller'in Cırçı İsmail'in üstünden şohaleyiz. Bir haber aytsana, kayda tanıgansa, kalay tanıgansa. Мен аны танымайым, аны Саламтон деген мазмұсын оқыған ем. Бір ескі кітап қолыма түсіп Қырғызстанда. Сораннан sonra Сталин саңа салам айтама колхозчыланы атыбла.
Жемде он жепчек болып қалғайым, ұшып барырға башыбылар. Sonra beri kelemiz. Смайыл саузы деп eştemiz. Uçkulanda çangı kelgen. Halkı marşrut çürümeyt. Yoktu transport. Alekhan'a aytama. Kel. Jayavlay barayık da Habistan Alekhan'a. Смайылны bir tane yıktım. Jayavlay 50 kilometrini barabız. Uçkulanga. Artlan arasında oturup duraydı. Sovet'in alında. Mavut'ta ile de biz aytabız. İsmail ayıp etme sene kelgenik. Beri çıkıp gelet de sonra da men sizler killigizde mi? İki yaşladı. Sonra men sorama. İsmail kalay yaşaysa niyeti turasa bu kapar ayttam. Joktu bir günlükte hatabız. Ertelgende atabız. Ulu Karaçay'da yaşaybız. Şayla gırcına şaybız. Kelir bolsa egiz, keter bolsa segiz. Burun men Karaçay'da cırçılanı başıyım. Semen tıramlı yaşıyım. Yaşlığımda aylanayım. Kömüş gibi çıltıray. Kartlığımda kalganma. Balık gibi kaltıray. Otmalay tanışkanı. Liza seni kalay tanısa İsmail'ni? Men İsmail'ni biz köçüp kelgenikte Teberdi'de hazna mekan kalmagan edi. Gruzilli oyu. Gidem içinde geologa razvedkanın üçükleri var edi. Anı birlerin atam harip satıp alat da alayga ornalabız. Bizni bizge acil edin. Mölekeydi. Bazıklı kızı kesi Семеллина bazıklı kızı yedi. Первая женщина, которая закончила гимназию. Allah грамотный тышыру edi. Bu saatte üniversitelerini, akademiyalarını boşağavadan çalay gramatını türlerle. Arapça da okuyedi, Orusça da gramatını. Küllerini birinde Caşil kaptalı bular. Biz sabiyle çağı boyuna baylanan. 10 yıl, 11 yıl boğan kızcık. Meni bir gemme de dvayuradnilerim aylana. Cappa Caşil kaptalı. Başında da sarı buhar börkü, kulaklı börkü. Çımma kak sakalı bular. Bir kişi kelletüreyt ayağında mesleleri bular. Sakalı nemesine, kaşlarına, kirpiklerine deraget. O sabiyle Allah'ını görmeyen biz de nemetip, biletip karayız, nemetebiz. Sonra mol mölekey bu. İkisi közü avuşturup, Mabılla Caşil Kur'an kitapı. Biz Kur'an değil, no Arapça kitapı. Hudursunun kitap ese de bilmeyimi, Kur'an ese de bilmeyimi. Alayar okuyarlar ikisi de. Haman bir kere görmeyen mi? Talay kere, 9-10 kere ana kelip görgen men o adamını. Prosta kalaytayım, kuvvatı boğan adam. Mölekке uşagan. Ho, Çöpten düşkençe. ho. Bulay adamını yüreğine cağılgança. Hem men o sabiliğim bak körgenim esimde kalgan da men mağlımda söylep durat o sıfat. Sonra hemen da tınlap durayım. Barıp sabi kalaytayım. Любопытство ребенка деп болады да, малай барып алаға қарап тыңлап тұрайым хаманда. Ben hanı bir nazmuçuğun aytayım. Ayt. Köçkünçülüknün üstünden andan oğlu yazgın çok. Saat esime düşüreyim. Düşür. Alımda cılan, артымда мақа. Koyan bolğanma men korka. Başımda cügen, butumda kişen, minedi, cegedi, cegerge suygen. Тоба. Мол, кысқа Это сөздерді. гениально. Это гениально. Можно ничего не писать. Жүк айтмасақ та, құрол Ve қалай Osmanlı da köçkünçülüknün üstünden birini aytayım. айт. Ayısına Хубилян kalgan. Osmanlı. Tanşanda uğa varganla da 52 yıl Fiksinde kayısında Osman'a gelip kurortnaya местечко Белогоркаға. Soranda yazgan. Uğa varganla bir arkarında öldürgenle. На восходе солнца я и ты поднимались медленно по склонам. Вон орлы, кустарники, цветы. Не хватать чего могло нам. Меж камнями пенилась вода,
и удача нас сопровождала. Но душе тревожной, как всегда, Эльбруса родного не хватало. Osmanlı nazmusunuz. Osmanlı Maşallah. nazmusu. Maşallah. Biz 7 yaşla birgeşçik boğanbız. Osman emtamada menem gideceğim. Egeşçigimiz Paşar boğanda küyü bilgen. Kayda bulgan pajarcın dedi. Da köçkünçüm. Üymü can yandı. Da. Ondan sonra iki karnaşçığımız Osmanlı gidecek Ahmet Kadir ala sabilikte ölgenli. Ondan sonra Osman, ondan sonra Ahmet, ondan sonra Muhammed, ondan sonra Macit Gormal Zavat'ını tamada nemesiydi, masterim. Вот. Ondan sonra ben. No, men bilip Osman Ahiyeviç Karaçay Çerkes'te Sayıs Cazıçulanı birleşliğini tamadası bolup 20 yıl. 20 yıl Ondan işlegendi. sonra Allah birine Siz neydekizde Fahmulu Cazıçula bolup 3-4 Muhammed Ahiyeviç'te kandidat filologik nauk Tala kitabının avtarı, cırlarga usta, Folklor. soğarga usta adam. 1200 jır jıygan et. Kağıtta boğmağalla halkına uzundaylar. Folklorist vallahi. Aladan 1000 bile 200 jırını halkın basmada boğmağallarını jıygan et. Sabiliginden başla balan jıyıp. Anna alanı cüzün kesi jırlagan et ne notaga ne текстқа қарамай, музыкальный сопровождение, скрипка да соғыет, мандолина да соғыет, айтамада 100 жырны жырлаған Карачайлы бол. Болығыз. Da. Ахмат Anın azmısın. суратла салған қолла. O da O suratlı. сағатта школда художник, учитель болмаған, кесі ориентир, бір бұға суратла бұрат суратчығы сақланып тұралла. Sonra bir открытка çıkıyken çoldan. Anda da men uyda vurup kalganma da men üstümden. Anam altın, men jeti bana emart kere teverdi suda kobup, köpürde çıkırday turat. Millet bu candat, askerge keterik, yaşları candalla. Kişi baralmaydı. Su, kangalanı su bile var turat, kapkara su. Sonra mena үйде ауырып жатып қалғанма, температурам ұлы. Sonra сағыш етемеді. Мен не қалдым, чабайым демеді. Көпір құлағына дер барама, больше километра. Барамады. Ауыл мені көріп, алайда военный столны тамада салаға ары бері бұрылға команда бере тұрады. Бері бұрылғаны бұла, менне бұрылғаны бұла, қалтта кетті, абірлері ары бұрылғанла. Жетip boynundan kucakladım. O gün esimde durup men 7. klasta okuy turgan saatta orundan ertemle turgallay Ahmet'nin üstünden nazımını sağış etmegelli kağıtқа düşürüp koyganma. Ol ondan sonra meni kolum tiymey kalgan nazım bolmagan dekinci kere anu malay bir kere kağıtқа düşkeni bile alay. Маблай дана орусчасын айтайым. Солдаты, что сердцами заслонили родную землю, безмятежно спять. Ответьте, безымянная могила, какой из вас лежит мой брат Ахмат? Я всем ветрам объятия открою. Пусть волны в Волге правду говорят. Скажите, волны, красные от крови, не спит ли там на дне мой брат Ахмат? Седые камни на полях Европы вы видели бесстрашие солдат. О, блиндажи, о, старые окопы, ответьте, где лежит мой брат Ахмат. Я прохожу с поникшей головою, оплакивая горе всех утрат, березонька с отметкой полевою. Не под тобой ли спит, мой милый брат, а маме снится, ты пришел с войны
и наяву все ждет тебе и тужит, и кажется порой, что сны не сны, нас накормив, тебе оставит ужин и смотрит на дорогу день деньской. Вот почтальон, но он проходит мимо, и вслед ему она глядит с тоской, глядит угрюмо, горько нелюдимо. Она все верит, ждет с тех самых пор. Орлы кружат над ней в небе синем, и мать глядит на склоны древних гор с вершинами, беседуя, как сын. Ой, славно. Не вернулся ваш брат Ахмат, герой. Какая у вас прекрасная семья. Пусть земля ему будет пухом, Назир. Спасибо вам. Я получил огромное удовольствие сегодня от общения с вами. Спасибо.